стране в прошлом году стартовал инновационный пилотный проект. Помощь на основе соцконтракта начали предоставлять в Джумгальском и Кадамджайском районах, чтобы помочь 100 малоимущим семьям, начав свой бизнес, выбраться из бедности. Этот проект ориентирован на те семьи, которые живут за чертой бедности, но с бизнес-идеями и базовыми знаниями для того, чтобы запустить свое дело в сфере животноводства, швейных услуг, тепличного бизнеса и других инициатив. Свое дело недавно запустила и Чинара Усубаева из села Ботерек Таласской области. Теперь у нее небольшой швейный цех. Уже есть и прибыль, рассказывает она, показывая на очередной заказ клиентов. Они сшиты на машинках, которые многодетная мама приобрела за те средства, что выдали по соцконтракту. Чейин 4 балама жүлік пул алып жүргөм. Контрактка илинип, 100 000 сом алып, 100 000 сомго деген 3 машинка алдым. Анын артканын утюг алдым. Жолдошум, кызым, семейный иштейбиз совместно. Я приобрела 3 швейные машинки и профессиональный утюг. Шью у себя дома. Это очень удобно. Успеваю еще и дела по дому выполнять, с детьми побыть. А о своем деле я мечтала давно. Всегда хотела иметь стабильный доход, поэтому, когда узнала, что можно получить помощь по соцконтракту, сразу подала заявку. Мне помогли составить грамотный бизнес-план, а после чего комиссия одобрила. Теперь, конечно, рассчитываю на то, что мой небольшой бизнес будет приносить постоянный доход. Свой небольшой швейный бизнес в домашних условиях начала и жительница Ошской области Нуринса Калыкова. На достигнутом успехе останавливаться она не планирует. Наоборот, на этот год у женщины большие планы. Кичине чоңойтуп, тиккенге дагы аракет кылабыз. Мурдагыдан да кызыгуубуз көбөйдү. Жакшы кирешилер болуп атат. Тапкан акчабызды кайра дагы көп машина алып, дагы 1-2 машина алып кошуп, үйдө эле кыздарым менен тиккенге аракет кылган атабыз. В прошлом году получила средства по соцконтракту, сразу начала свое дело. Пока шьем постельное белье. От того, что наше дело идет в гору и настроение хорошее, нет необходимости, как раньше, искать временный заработок. В этом году планирую расширять свое дело, закупить еще несколько швейных машинок и устроить на работу односельчанок. Считаю, что помощь на основе соцконтракта – это большая поддержка для молодых семей, как наша. А уже через некоторое время нам будут не нужны госпособия из-за того, что наконец есть стабильный доход. К слову, именно швейное производство занимает первую строчку по популярности среди тех, кто получил помощь на основе соцконтракта. Много и тех, кто предпочел открыть свое дело в сфере сельского хозяйства, торговли и услуг, а также изготовления кондитерских изделий. В прошлом году благодаря соцконтракту свой бизнес запустили 2800 семей. Такая помощь позволила малообеспеченным семьям развить свой бизнес и добиться желаемых результатов в виде стабильного дохода. Контракт составляется на 3 года. Данная сумма не возвращается семье. Она реализуется путем поддержки государства, чтобы в течение 3 лет государство могло оказать всю непосильную помощь, которая в рамках возможностей, чтобы данная семья вышла из статуса бедности. Данная семья после подписания социального контракта в течение 3 месяцев получали пособие «Юбилюга комек», то есть на каждого ребенка. После истечения 3 месяцев также и анализы показали, что доходы начали приносить, и они были в состоянии сами себя обеспечивать. Буквально в конце декабря бишкекчанин Мирлан Айсареев открыл мини-цех по производству хозяйственного мыла. А средства на развитие своего дела выделили на основе соцконтракта. Это хорошее подспорье для улучшения материального положения семей, говорит он. Акырында иштетип неме берсе, бул бир үй бүлөнү бага турган өндүрүшкөн кедейди. Анан тем более анын үстүнө бул өзүн өзү актагандан дагы бул ата мекендик өндүрүш биринчиден, экинчиден химиялык немелер жок, таза. Сырьёлор да өзүнөн чыгат. Өкмөткө да аябай пайда, анан экинчиден бул жакынчылыкты да жоёт, анан үчүнчүдөн адамдар финансылык көз карандыкка жол ачат. Анан башка мигрант болбойт. Это совершенно безотходное производство, а тем более мыло без химикатов. Состав полностью натуральный. С одного куска хозяйственного мыла получаю прибыль до 5 сомов, а средства, которые были выданы по соцконтракту, уходят на аренду помещения и оборудования. На транспортировку денег я не трачу, так как мой цех находится рядом с Ошским базаром. Сам хожу и оптом продаю. Думаю, у этого дела большой потенциал.
Рассчитывать на такую поддержку могут семьи, получающие пособие «Үй-бүлөгө көмөк». После того, как проект пилотировали в 2 районах и он продемонстрировал более чем хороший результат, реализовывать его начали по всей стране. При этом участников в первую очередь обучали финансовой грамотности и то, как составить бизнес-план. Только после этого они начали подавать заявки на получение помощи. На сегодняшний день социальный контракт является одним из главных инструментов активных мер по выведению граждан из бедности и обеспечению их занятостью. Самыми большими критериями для отбора данных семей являются их трудовой потенциал, желает ли данная семья работать, хочет ли быть занятым и зарабатывать самим себе. Они должны были предоставить свой бизнес-проект. Бизнес-проект должен был пройти 2-этапный конкурс. Они должны были оцениваться, насколько живучий данный бизнес-проект на данном регионе. Главная задача такого проекта – стимулировать семьи к активным действиям по преодолению ими трудной жизненной ситуации, мотивировать их к повышению уровня жизни, содействовать развитию малого предпринимательства и создавать новые рабочие места. Оказывать помощь на основе соцконтракта начали в прошлом году. Это соглашение, которое заключают между собой малоимущая семья и орган соцзащиты населения. По его условиям государство безвозмездно предоставляет 100 тысяч сомов, а граждане берут на себя обязательство улучшить материальное благополучие своей семьи. В этом году оказать поддержку планируют еще 10 тысячам семьям. Аяна Дюшикеева и Синтура Бакеев, Алату 24.